Подготовительный процесс перед выходом на сцену идет полным ходом. Нанести сценический грим, подготовить костюмы, что немаловажно, собраться самому. Задача номер один для каждого артиста. Если артист не волнуется перед выходом на сцену, вне зависимости от того, сколько времени он проработал, это уже считается не артист. Поэтому лично я и до сих пор всегда очень серьезно настраиваюсь, всегда у меня есть волнение перед выходом на сцену, но это приятное волнение. Александр Тихонов в коллективе имени Моисеева уже 21 год, почти четверть века, где ансамбль уже не просто работа, а большая дружная семья. У нас вообще коллектив как одна семья, как одно целое, как один живой механизм, все мы очень дружим, поэтому и, конечно, большая часть жизни проходит у нас в коллективе. То, насколько сплочен коллектив, видно и после выхода артистов на сцену. Поразительная синхронность, артистизм, не исчезающая с лица улыбка и уникальная хореография – отличительная черта прославленного ансамбля, созданного более 80 лет назад Игорем Моисеевым. Сегодня коллектив возглавляет народная артистка России, когда-то солистка коллектива Елена Щербакова. Однако отправиться в первые заграничные гастроли в период пандемии и быть сегодня в Абхазии со своим ансамблем у художественного руководителя не получилось. Наш руководитель Елена Александровна Щербакова, это наша мама вторая, которая также за нас переживает, которая также, наверное, трясется за нас больше, чем за родных детей, потому что у нее 72, вот сегодня, то, что мы приехали, а в Москве еще больше осталось. Масштабы ансамбля как еще одна уникальная черта. В общей сложности численность артистов балета Моисеева достигает до сотни человек. 95% это выпускники школы-студии, созданной при ансамбле в разгар Великой Отечественной войны в 1943 году. Уже тогда Игорь Моисеев понимал, что своих будущих артистов ансамбль должен воспитывать сам. Отбор в коллектив, как и наказания за нарушение дисциплины жесткие. Как отмечает администратор ансамбля, в Абхазию приехали только те, кто хорошо себя вел. В программе, представленной на концерте, 13 ярких хореографических произведений во всей полноте, отражающих культуру различных народов мира. Ансамбль Игоря Моисеева, я считаю, что это лучший коллектив в мире, наверное, который танцует танцы народов мира. Мы несем культуру, мы несем танцы народов мира, мы несем искусство, добро. Среди представленных на сцене танец аргентинских пастухов, татарочка, адыгейский, венесуэльский, испанский, легендарное моисеевское яблочко и многие другие. Чтобы узнать хореографию других народов мира, в свое время артисты ансамбля отправлялись в фольклорные экспедиции. Танцы в итоге получали новую сценическую жизнь и сохранялись для нескольких поколений зрителей всего мира. Так, к примеру, одним из древних считается калмыцкий танец. Именно его выдающийся создатель коллектива считал жемчужиной творчества ансамбля. Бесценный багаж коллектива, оставленный после ухода его создателя, представляет и танец сиртаки – народный греческий танец, по которому Моисеев и учил танцевать в ансамбле. В этот вечер абхазский зритель увидел и легендарный молдавский шуточный танец табакеряска. В репертуарной программе ансамбля есть и новые хореографические композиции, поставленные после смерти основателя. Например, адыгский танец, корейское трио, а также корейский танец с веерами санчанга.
такой уникальной программой Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева в Абхазию приезжает уже во второй раз. Первые гастроли в республике были в 2013 году. Вы знаете, это очень темпераментный зритель, и мы с нетерпением ждали повторения этих гастролей. Это очень доброжелательная, открытая, добрая страна, и мы с удовольствием приедем еще и еще. В ходе гастрольной программы прославленный ансамбль выступил на сцене Абхазской государственной филармонии 25 и 26 мая в рамках плана культурного сотрудничества Абхазии и России. Виола Барганджа, Сысрыкла Гухава, Абаза ТВ.